Вау. Однозначно вау. Коррупция, зафиксированная подписью Лукашенко. Будут новые больницы, школы, поликлиники. Не жизнь, а рай. Но реальность или реальная жизнь – это вам не красивые картинки пропаганды о том, как хорошо вы живете. В реальности новых больниц нет. Поликлиник нет. А вот новый медицинский центр рядом с республиканским клиническим медицинским центром будет. И все это только для него. Земля и построенная на ней, то есть оздоровительный центр Светанок и санаторий Лазурный, ушли с молотка за $1,5 миллиона. Без открытого тендера, без публикации СМИ, личным распоряжением Лукашенко с грифом для служебного пользования. Какая-то компания Land Resource сперва купила имущество за $1,5 миллиона, потом должна вложить свои деньги в постройку и оснащение всего, и уже потом просто так, безвозмездно, то есть даром, отдать построенное и оснащенное управделами Лукашенко. В стране, где не до законов, может быть и не такое. Где-то у кого-то убудет, где-то у кого-то прибудет. А где же прибыла у Land Resource? И что это вообще за компания? Ну, ось зараз запитаємося у Владимира Жигара, з представника ініціативи «Белпол». Вітаем, дякуем, што знайшлі час до нас дайсці. Ужо гэтае расследаванне выйшла на YouTube-канале «Белполу», ужо нашыя калегі-журналісты адрэагавалі. Разам з тым, мы бачылі і ведаем пра гэты рэспубліканскі медычны клінічны цэнтр, але што новага менавіта прагучала ў вашым расследаванні? Ну, по сути, мы имеем дело с очередной взяткой, которую получает Лукашенко. Безусловно, это тот человек, который не получает взятки, условно, часами, хотя в том числе какими-то там конфетами. Ему дарят либо автомобили, либо резиденции, либо вот такие больницы. И в данном случае это больница, которая будет построена, которая будет находиться в ведомстве РНПЦ, и она будет отвечать за, скажем, немного другую сферу, не то, что делают в РНПЦ. И, ну, это очередной показатель того, как это все работает в Беларуси, когда два санатория фактически отдают за достаточно небольшие деньги приближенному к семье Лукашенко бизнесмену за то, что ранее он получал, в общем-то, возможности, которые, опять-таки, никто не получал. Он возводит эту больницу, то есть он сносит старое, возводит новое, все там, все закупает необходимое и отдает это безвозмездно РНПЦ, а за это он дальше продолжает, он получает возможность получить именно, так скажем, землю под застройку в Минске. Вы маете на увазе спадара Миколая Воробья, да, так, і кампанію Land Resource. Ну, тут, конечно, яшчэ і пастаўкі нафты, якімі можна заняцца. А спадару Воробью, наколькі гэта выгодный вось бизнес такі? Ну, это безумно выгодный бизнес, потому что потратить на постройку больницы, даже там, пускай со сносом, на какое-то оборудование, это выйдет в районе, там, в целом, в совокупности, это будет 100-110 миллионов долларов. На нефти он зарабатывает в сотни раз больше. Так. Плюс теперь еще возможность застройки Минска, опять-таки элитное жилье, недвижимость, торговые центры, опять-таки это все будет оставаться у него в кармане. Пра гандлёвы цэнтр яшчэ, канешне, празмаўляем. Тут яшчэ хацеў бы запытацца вось пра што. Вельмі хутка там пачалі будаўніцтва, так, лячэбна-дыягнастычнага гэтага корпусу. Ці заўсёды так у Беларусі адбываюцца гэтыя ўзгадненні з рознымі структурамі? Ну, конечно же, нет, это очевидно, потому что если это строит Лукашенко, то это делается все быстро, потому что все прекрасно понимают, что есть личное распоряжение Лукашенко, которое вот мы показываем. Але тым не менш, мусіць гэта все прайсці праз адпаведныя структуры. Конечно, так? Это все формальности. Если мы говорим о том, что это... Все же понимают, кто, для чего, кому это все делает, за какие деньги это все происходит. И все... Никто же не будет пытаться ставить палки в колеса, потому что здесь это все такой формализм, он всегда присутствует, он везде, точнее, в Беларуси присутствует. И в данном случае тоже, но его выполняют, хотя никто палки в колеса не ставит и, конечно же, максимально помогают. Хто там будзе ў гэтым корпусе мець магчымасць лечыцца, нейкую прафілактыку прайсці? Ці гэта толькі блізкія людзі Лукашэнкі? Ці, можа быць, гэта могуць быць міністры, ці могуць быць сваякі міністраў, дзеці альбо там сябры, ну, не ведаю, нейкіх іншых чыноўнікаў?
принципе, это там, как и в самом РНПЦ, проходить лечение будут люди максимально приближенные. Максимально. Да, максимально. То есть, и опять-таки, если мы говорим, министры тоже входят в это число. Понятное дело, что это не, там, может быть, не первый десяток, может быть, не второй, но они там все лечатся именно там. Лукашенко очень печется за свое здоровье. И, конечно же, денег на это никто не жалеет. И все это создано для белорусских так называемых элит, которые на самом деле элитами-то и не являются. Но вот для них такие возможности открываются. Яшчэ цікавы факт з вашага расследавання пра тое, што будзе пабудаваны комплекс сэрца сталіцы агульнай плошчаю ажно на 190 тысяч метраў квадратных. Кожны будынак будзе па 50 паверхаў. Проста адразу уяўляеш сабе Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, вось гэтыя ўсе хмарачосы. Ну так гэта ж, Владимир, добра ці не? Будзе прыгожа такі? Если мы говорим про то, что что-то будут строить, это, наверное, хорошо. Но если бы это строили в нормальной стране, где все это открыто... Прозрыстая. Да, безусловно. Тендеры. А здесь все понятно, как это будет происходить. По сути, бутафорская компания в Арабских Эмиратах, зарегистрированная в просто сельском магазине, получает возможности для постройки такого комплекса в Минске. Это будут еще и финансировать, само будет государство финансировать. И как это очень часто бывает, если мы видим такие компании-прокладки, то и земля, и построенное на этой земле, все это будет не принадлежать Беларуси. Это будет принадлежать какой-то там компании, которая через несколько фирм-прокладок будет принадлежать Воробью, и он в конечном итоге будет получать эти деньги. И как, скажем так, почетный представитель президентского спортивного клуба делать туда ежегодное отчисление. А сам президентский спортивный клуб, как мы говорили, налогами не облагается личным указом Лукашенко. И все остается им. Вельмі яшчэ там складаная схема ёсць з Юрыем Чужом, які апошнім часам у Лукашэнкі быў у апале. Можете распавесці, як ён там звязаны вось менавіта? Чиж, когда его освободили, ему дали такую возможность немного, скажем так, подняться. Но из тех документов, которые получил Белпол, из того, что мы в них увидели, этой возможностью он не воспользовался. И те активы, которые принадлежали ему, из этих активов он пытался, скажем так, забирать деньги, эти активы забрали и передали под контроль российским партнерам Воробья. И именно они и владеют компаниями, которые вот, занимаются застройкой Минска. Там же будет Land Resource, которым владеет Воробей. И в конечном итоге все это выльется в то, что у Воробья и у Лукашенко окажутся новые миллионы, если там не сотни миллионов. Чекайте, так атрымоўваецца, што Лукашенко як Робін Гуд, ён забірае грошы у багатых і аддае яшчэ больш багатым. Робин Гуд своеобразный, на любителя. Это он хочет зарабатывать деньги, в том числе. Он хочет, чтобы вся его система, вся вот эта цепочка тоже зарабатывала деньги, потому что тогда она ему верна, она лояльна. Ненадежная, как Чиж, это мы показывали на примере того же самого БелАЗ, ненадежная, как Чиж, уже не подходит. И то, что там было в начале нулевых, это там и остается. И если человек проигрывает, скажем так, конкуренцию, допускает очень серьезные ошибки, то его просто списывают. И ему дали возможность немножко подняться, все-таки, опять-таки, памятуя о нулевых, но он этой возможностью не воспользовался. Але атрымоўваецца, што вырашаюць гэта не суды ў нейкім гаспадарчых нейкіх працэсах, так, а менавіта вырашае сам Александр Лукашенко. Яшчэ одно цікавае пытанне, гэта тое, пра што ўжо мы казалі, але перадусім, гэта ваше расследаванне пра лячэбную камісію на вуліцы Чырвонаармейскай, 15. Там Лукашенко сам адрэагаваў, вы правялі вось акурат такі прыклад. І ён там казаў, што, маўляў, нічога там не будавалі, ніякай няма там рэзідэнцыі, што там, маўляў, лячылі нібыта катоў і сабак. Ці пазней гэта інфармацыя нейкім чынам пацвердзілася, ці вы спраўджвалі вы гэта? Они, что характерно, после нашего расследования, они зарегистрировали там юридическое лицо, там фонд первого, если не ошибаюсь, и они его зарегистрировали задним числом. Угу. И никаких, естественно, там фондов для котиков и собачек быть не может, потому что это резиденция. Там есть все атрибуты не только резиденции в принципе, а резиденции именно для Лукашенко, где стоят, где условно есть места для штандарта именно президента.
где все делается именно исходя из его приоритетов, его желания. Ну и, давайте говорить откровенно, душ впечатлений, 2 душа впечатлений, сауны, джакузи, какие могут быть там фонды для котиков и собачек. И даже в этом вот материале, когда мы это показываем, он говорит, что вот мы там построили, тут осталась большая больница, а мы там построили под Минском маленькую. Ну, каждый может посмотреть на Google Map, что такое РНПЦ, что это за маленькая такая мініатюрная больничка. Ну што ж, я думаю, што ўжо шмат каго гэта не здзіўляе, у тым ліку вас, аўтараў расследавання. Мы рэкамендуем абавязкова паглядзець на YouTube-канале Белполу. Дзякуй вялікі за размову. Владзімір Жыгар, прадстаўнік Белпол, быў у нашай студыі.